Чтить память о предках – долг каждого уважающего себя человека. Такая цель и объединяет активистов вахты памяти. Многие из тех, кто отдал свои жизни во имя Родины и по сей день остаются без вести пропавшими. Захоронить их должным образом, пожалуй, самая важная миссия поисковиков. Рустам Хадзиев своего прадеда, участника Великой Отечественной войны, знает по рассказам старших. Свой вклад в таком значимом мероприятии юнармеец считает долгом памяти о мужественном прадеде. Я считаю, что поисковый отряд – это очень полезно для нас, так как наши предки боролись за свободу Малгобека, чтобы мы жили в настоящее время. Со звуками гимнов России и Ингушетии ежегодный полевой лагерь под эгидой вахты памяти можно считать открытым. Малгобекские школьники разбавляют мероприятие патриотическими стихами. В этом году, впрочем, как и в прошлом, вахта памяти объединила поисковиков из нескольких регионов – Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики и не только. Андрей Чеканов, командир поискового отряда «Курган», приехал с товарищами из Нижнего Новгорода. Совместно с кавказскими коллегами они ведут раскопки не в первый раз. Не далее, как в прошлом году, ко мне в Нижний Новгород приезжали с Урус-Мартана люди. То есть сын нашел своего отца, который умер в госпитале. У нас в тыловом госпитале умер солдат. Его сын наконец-то нашел место погребения своего отца и приехал к нам в Нижний Новгород. Вполне возможно, что где-то вот среди этих плит есть фамилии наших земляков. Они вполне возможно, они так и есть. Вот. Но вполне возможно найти родных, которые приедут сюда поклониться могиле своего предка. Каждый из них не просто участник патриотической акции вахты памяти. Они потомки героев войны, участвовавших в Малгобекской оборонительной операции и не только. Для каждого из них обнаружить останки хоть одного солдата – огромная удача. Но поиски начнутся чуть позже. А сегодня благодарные потомки говорят спасибо за победу, возлагая цветы к вечному огню. Собрать воедино обрывки истории и установить имена всех героев Великой Отечественной. Такую задачу ставит перед собой каждый участник вахты памяти. Ведь солдаты, погибшие за Родину, достойны того, чтобы их похоронили с почестями. В России более 40 тысяч поисковиков. И осенью, когда у нас бывает закрыта вахта памяти, мы встречаемся в каком-нибудь городе, там, на торжественном закрытии, и там определяют, куда поехать. И с 2010 года я ездил и на закрытие, и на открытие. И в частном порядке пригласить поисковиков просто не получалось. Ну, там напряженная обстановка, все такое. И потом вот эта идея создания вот такого проекта, как бы стронулся лед, скажем. Вот третий год подряд работаем в таком составе. Торжественное закрытие вахты памяти в республике пройдет 25 апреля. В этот день завершит свою поисковую работу и полевой лагерь. Возможно, за эти 5 дней о судьбе своих родственников, погибших в годы войны, узнает хотя бы еще одна российская семья. А пропавшие без вести обретут покой в братских могилах. Юсуп Гелисханов, Хаваш Гойгов, Новости 24.